Здравствуйте, дорогие первоклассники! И вновь мы начинаем урок русского языка. Прозвенел звонок веселый. Мы начать урок готовы. Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать. А чтобы узнать, о чем сегодня поговорим на уроке, я предлагаю вам разгадать загадки. Ночью он совсем не спит. Дом от мышек сторожит. Молоко из миски пьет. Ну, конечно, это кот. Опаснее всех она в реке. Хитра, прожорлива, сильна. Притом такая злая. Но это, конечно, щука. Тема сегодняшнего урока – щука. Сегодня на уроке повторим звонкие и глухие согласные. Вспомним, как читать безударные гласные О, Е. Познакомимся с рассказом «Щука». Ребята, обратите ваше внимание на эти буквы. Посмотрите на первую строчку. Назовите буквы. Какая среди них лишняя? Буква Ж. Почему? Потому что буква Ж согласная, а все остальные буквы гласные. Посмотрите на вторую строчку. Какая буква лишняя здесь? Буква Ш. Почему? И здесь все гласные, и одна согласная. Я поставлю эти две буквы рядом. Ж, Ш. Что они образовали? Пару. Какую? Пару по звонкости и глухости. Ж звонкий, Ш глухой. Ребята, посмотрите на экран. Здесь вы видите слова, но первые буквы этих слов убежали. Найдите первые буквы. Жар. Правильно, в первое слово должна вернуться буква Ж. Шар. Правильно, здесь буква Ш. И получилось у нас такие слова. Жар, шар. Парные согласные бывают звонкие и глухие. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. В алфавите пары есть. Их у нас всего лишь 6. Верхний ряд всегда звенит, нижний тихо говорит. На какие группы можно разделить согласные звуки? Парные звонкие и глухие. Б, П, Д, Т, Г, К, З, С, В, Ф, Ж, Ш. Какие особенные звуки есть в этой группе? Ж, Ш – всегда твердые звуки. Звонкие непарные – Н, М, Л, Р, Е. Среди этих звуков какой особый звук есть? Е – всегда мягкий. Глухие непарные – Х, Ч, Щ, Ц. Что за особенные буквы есть в этой группе? Ч, Щ – всегда мягкие звуки. Ц – всегда твердый. Какой звук глухой или звонкий? Это очень важно в русском языке. Посмотрите на экран. Вы здесь видите дом, а на второй картинке кто? Том. Эти слова отличаются только звонкими и глухими согласными, но слова разные по значению. Дом – это место, где мы живем, а Том – это герой из мультфильма. Живут себе два брата, глухой и звонкий звук, и все вокруг стараются их различать на слух. Но братья друг за друга так прячутся порой, что не поймешь ни звука, где звонкий, где глухой.
В слове «малыш» написана буква «ш». Какой звук вы слышите на конце? Звук «ш». А какая буква? Буква «ш». И в слове «малыши» звук «ш» хорошо слышен. Иногда звонкие читаются как глухие. Ребята, это слово «еж». Какой звук вы слышите на конце? Еж. Правильно, «ш». Хотя мы пишем «ж». И в слове «ежи» звук «ж» хорошо слышен. Теперь вы видите дуб. Послушайте, какой звук произносится на конце слова «дуб». Правильно, звук «п». А какая буква пишется? Буква «б». А когда мы говорим «дубы», и пишется, и слышится «б», дубы. Вы хорошо поработали. Так давайте отдохнем и заодно отгадаем загадки. И гадать не надо даже, тут же сразу назовем, если только кто скажет то, что желуди на нем. Это дуб. Ребята, повторите, дуб. Круглый, круглый, сладкий, сладкий, с полосатой кожей гладкой. А разрежешь, посмотри, красный, красный он внутри. Это арбуз. Ребята, повторите, арбуз. Перед сном и после сна гигиена всем нужна. Промыв глазки, ушки, губы, очень важно чистить зубы. Ребята, повторите, зуб. В мороз лежит, в тепло бежит, прозрачное, а не стекло. Это лед. Повторите, лед. Что общего в словах-отгадках? Во всех словах есть звонкое парное согласное, которое на конце слова читается как глухая. Ребята, если лед растает, во что он превращается? Правильно, лед превратится в воду. Вода. Ребята, внимательно послушайте это слово. Вода. Произносим вода. Пишем вода. А почему? Потому что гласное О без ударения читается как А. Повторите. Вода. Ребята, кто это? Это лиса. А что мы видим на второй картинке? Это лиса. Какие слова звучат одинаково? Лиса, леса. А как написаны эти слова? По-разному. Почему мы произносим их одинаково? Потому что буква Е без ударения читается как И. Ребята, а давайте теперь вспомним загадки, которые вы отгадывали в начале урока. О ком они были? О коте и о щуке. А сейчас мы прочитаем текст про этих животных, а текст называется «Щука». В тексте вы встретите слова, возможно, они для вас будут новыми. Так послушаем значение этих слов. Поймал. Ребята, посмотрите, мальчик держит в руке мяч. Кто-то бросил мальчику мяч, а он поймал. А этот тоже поймал. Мальчик поймал рыбу. Повторите это слово. Поймал. Пустил. То же самое, что отпустить. На картинке вы видите, что старик хочет отпустить рыбку в воду. И вы, наверное, угадали, из какого это мультфильма эта картинка. Повторите это слово «пустил». Прибежал – это слово мы получили от слова «бег» – бежать. На картинке вы видите, что мальчик прибежал сюда. Повторите это слово «прибежал». Сунул. Ребята, слово «сунул» я объясню с помощью картинок.
На картинке вы видите, что кот сунул лапы в аквариум. На следующей картинке мальчик сунул руки в карманы. А теперь вы видите, что кто-то сунул блокнот в сумку. Надеюсь, теперь вам понятно, что значит сунул. Повторите это слово сунул. Лапа. Ребята, у людей есть руки и ноги, а у животных лапы. Посмотрите на картинке, вы видите, это лапа. Повторите, лапа. Поцарапала. Кто-то поцарапал машину. А на второй картинке вы видите, что кот поцарапал руку хозяина. Повторите это слово. Поцарапала. Сбежал похоже на слово убежал. Повторите это слово сбежал. Мы познакомились с новыми словами. Давайте повторим все эти слова. Поймал, пустил, прибежал, сунул, лапа, поцарапала, сбежал. А теперь послушаем текст. Щука. Я поймал щуку. Пустил ее в ведро с водой. Прибежал кот. Сунул лапу в ведро. Щука поцарапала коту лапу. Кот сбежал. Ребята, вы послушали текст про щуку и кота. А теперь ответьте на вопросы к тексту. Как называется рассказ? Правильно, рассказ называется «Щука». Кто поймал щуку? Я поймал щуку. Ребята, это кто рассказывает? Мальчик или девочка? Правильно, это мальчик, так как он говорит «я поймал». А девочка сказала бы «я поймала». Куда мальчик пустил щуку? Пустил ее в ведро с водой. А кто прибежал? Прибежал кот. И что сделал кот? Сунул лапу в ведро. Что сделала щука? Щука поцарапала коту лапу. А что же сделал кот? Кот сбежал. А теперь давайте поиграем в игру «Третий лишний». Ребята, посмотрите на этих животных. Как вы считаете, кто здесь лишний и почему? Я думаю, вы ответили, что лишнее животное – это собака. Так как в рассказе «Щука» не было собаки, там была щука и был кот. На этом наш урок подошел к концу. Так давайте вспомним, о чем сегодня поговорили. Сегодня на уроке повторили звонкие и глухие согласные, вспомнили, как читать безударную гласную в словах, познакомились с рассказом «Щука». Дорогие ребята, огромное спасибо за ваше творчество и активность. С вами было интересно в течение года. Хочется вам пожелать веселых и интересных каникул. До свидания.